Выборная кампания в Коми прошла спокойно. Поступило минимальное количество жалоб, и по сравнению с прошлым годом выявлено намного меньше нарушений. Итоги подвел председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев. Инциденты были отмечены лишь в Сыктывкаре и Воркуте. В столице на комплексах обработки бюллетеней вышли из строя 2 сканирующих устройства. При этом сами КАИБы, имеющие 2 сканера, продолжили работать в штатном режиме. Еще один случай произошел в Воркуте. Там один из работников УИК неправильно поместил бюллетени в 3 сейф-пакета. Таким образом, содержимое пакетов за 17 и 18 сентября признано недействительным. В целом же выборы, а люди голосовали в течение 3 дней, прошли успешно. Средняя явка по республике составила 39,47%. В абсолютном выражении 251 301 избиратель приняли участие в голосовании. Явка превысила прошлогоднюю на 9%. Да, если помним, в прошлом году явка у нас составляла 30%. То есть на 9% явка оказалась выше. Но, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Федеральные кампании всегда привлекают большее внимание. И большее число избирателей приходит в помещение для голосования для реализации избирательного права. Еще одна интересная величина, о которой я вам сейчас скажу, это количество избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования. Ну, как у нас иногда называют в обиходе, на дому. Таковых у нас оказалось 18 209. Это абсолютный рекорд за всю историю проведения выборов на территории Республики Коми. Из муниципалитетов самую высокую явку показали Усть-Вымский район – 51% жителей, Кайгородский и Книж-Погодский – чуть больше 41%. Из городов самыми активными оказались Вуктыл, Ухта и Сыктывкар. Самая низкая явка, как и в прошлые годы, в северных городах. Минимальная явка составила у нас традиционно на севере. Это Воркута, явка 27,11%, Инта, явка 31,69%, и Лысинск 34,01%. Причины, ну вот уже возникла даже дискуссия у нас с телеканалом Юрган. Я всегда говорю, почему явка на севере ниже. Потому что очень много жителей наших, которые зарегистрированы в этих районах по месту жительства, фактически не проживают в республике. Они давно выехали за ее пределы и живут в центральной и южной полосе России. Для чего они сохраняют здесь регистрацию? Для вопросов пенсионного обеспечения, вопросов переселения из районов Крайнего Севера. То есть для них это действительно актуально и важно. В 113 органах местного самоуправления «Единая Россия» сформировала большинство. В 22 советах преобладают самовыдвиженцы. В 3 – представители КПРФ и в 1 – выдвиженцы партии «Коммунисты России». В ряде сельских поселений проведут жеребьевку. Это происходит, когда 2 или более кандидатов получают одинаковое количество голосов. В таком случае избирательные комиссии определяют победителя путем жеребьевки. По Сыктывкарскому одномандатному округу 32,36% у КПРФ. Это наибольшее количество голосов, поэтому мандат депутата Госдумы от Республики Коми достался представителю этой партии.